В эфире телеканала «Якутия-24» главные события уходящего дня. В студии Екатерина Карпухина и Алексей Соколов. Здравствуйте. Мост через Лену, дороги и воздушное сообщение. Развитие транспортной отрасли Якутии – одна из главных задач нового указа главы региона Айсена Николаева. Теперь 2500 рублей. Переправляться на воздушной подушке по маршруту Якутск-Нижний Бестях стало дороже. Авиакомпания «Якутия» за столом переговоров с другими перевозчиками. Ир Аэро, S7 и другие авиакомпании готовы взять на себя пассажиров. Полсотни участников из 14 регионов России. В Якутске открылась специализированная выставка «Информационные технологии, связь, телекоммуникации, безопасность». 100 метров безобразия. Так новые водоотводные лотки называют жители Мархи. Кто принимал работу у подрядной организации, собираются ли устранить замечания? Лучше в своем деле. Более 2000 студентов с ВФУ зарегистрировались на Всероссийскую олимпиаду «Я профессионал». В Якутске завершилось паромное сообщение. С сегодняшнего дня в направлении между столицей и Нижним Бестяхом будут осуществляться только грузовые перевозки. Для этого на реке работает ледокол и буксир-тягач. Как сообщают речники, сроки завершения перевозок с помощью ледокола зависят от погодных условий. Тем временем цены на билеты на воздушную подушку выросли. За переправу по маршруту Якутск-Нижний Бестях придется заплатить 2500 рублей. Со слов судоводителей, повышение носит сезонный характер. Причин несколько. Одна из них – это шуга. Из-за нее в пути пассажиров приходится пересаживать. Два вида транспорта потребляют больше топлива. Это и влияет в конечном итоге на цену билета. Но жители столицы считают, что причина в другом. Однако рост произошел не у всех перевозчиков. Тариф в компании «Лена Транс» 1500 рублей, но ее аэроботы на ремонте. У всех дети, у всех ипотеки, кредиты, поэтому все хотят подзаработать за такой короткий срок. А потом уже через 2 недели уже машины начнут ходить. Властям надо альтернативу предложить, а не давить на предпринимателей, потому что это не выход, они не имеют права давить на предпринимателей, потому что они платят налоги и так далее, да? Вот, и поэтому правительству надо предложить альтернативу. Ну, купить такие же штуки и возить людей за, допустим, там 1500 максимум. Понимая важность транспортной изолированности региона, глава Якутии Айсен Николаев определил стратегические направления социально-экономического развития республики. Документ рассчитан до 2024 года. В новом указе в числе приоритетных задач повышение транспортной доступности, а значит развитие инфраструктуры. Какие проекты являются первоочередными, узнавала Марианна Кутукова. Развитие транспортной отрасли Якутии – одна из главных задач нового указа главы региона Айсена Николаева. В следующем году начнется реконструкция 16 аэропортов республики. Цена вопроса – 37 миллиардов рублей. В порядок приведут аэропорты Якутска, Мирного, Алекминска, Нюрбы, Жиганска, Верхневилюйска, Нерингри, Уснеры, Магана, Полярного, Хандыги, Черского, Белой горы, Депутатского и Сангар. Среди других инфраструктурных проектов – мост через Лену. Механизмы и финансирование в ближайшее время обсудят в Министерстве транспорта России. По строительству автомобильных дорог, в том числе федеральных Вилюй и Колыма, активно привлекаются дополнительные источники из федерального бюджета. Однако в правительстве республики отмечают, быстрее всего нужно создать инфраструктуру для реализации инвестпроектов. Не секрет, что все наши новые месторождения, они в основе своей расположены в неосвоенных территориях, там, где отсутствует и энергетическая, и транспортная инфраструктура, и для запуска этих проектов и привлечения инвесторов государству крайне важно создавать опережающее развитие инфраструктуры. Буквально на прошлой неделе введенное Верхнемунское месторождение, оно также получило поддержку из федерального бюджета на формирование инфраструктуры, это более 9 миллиардов рублей, и это направление оно будет осуществляться и в дальнейшем. Мост через Лену, дороги и воздушное сообщение. Все эти вопросы и проекты одинаково важны, считают простые якутяне. Я считаю, во-первых, нужен мост, потому что люди испытывают проблему, особенно вот сейчас, допустим, да? Самый глобальный вопрос у нас вообще-то мост везде. Через реку Лена, через реку Вилюй, Марха, вот. Чтобы люди беспрепятственно ездили. Да и торговля тогда бы
развивалась экономика, чуть получше стала бы. Мост, оно само собой, думаю, построится, но мост делают очень долго строить. По-моему, лучше в первую очередь дороги внутри города. У нас в Якутске, по-моему, все надо, но первые дороги у нас очень плохие. Особенно в нашей Мархе это вообще не делаются ни дороги, ничего. У меня брат работает на севере. Вот у них тарифы такие высокие, да? А таких хороших аэропортов нету. Указ должен стать основополагающим документом для реализации стратегических задач развития Якутии в ближайшие 6 лет. По словам Айсена Николаева, глобальные цели и задачи ставятся для того, чтобы все это работало на человека, чтобы жизнь людей в самом суровом на планете климате была спокойной, комфортной и безопасной. Марьяна Кутукова, Джулстан Иннокентьев, Григорий Хлопков, Якутск. Вслед за указом о стратегических направлениях социально-экономического развития региона вышел новый указ об инновационном и цифровом развитии республики. Согласно документу, до 1 миллиарда рублей в год в Якутии должны вырасти объемы инвестиций в высокотехнологичные и инновационные проекты. А количество организаций, занимающихся технологическими инновациями, должно увеличиться в 2 раза до 2024 года. Правительству региона для этого в том числе необходимо обеспечить в следующем году создание Центра цифрового развития и парка высоких технологий. Цифровые технологии должны опережающими темпами внедряться в экономику, ЖКХ, социальную сферу, образование, здравоохранение, государственное и муниципальное управление. На электронное взаимодействие с государством к 2024 году должны перейти все жители республики старше 14 лет. Доступом в интернет к этому моменту должны быть обеспечено 100% населения республики. Сейчас эта цифра порядка 92%. Ну и стоит отметить, что согласно указу возможность обучения навыкам программирования, цифровых технологий и работы с данными смогут получить все школьники всей республики. Также в указе отражена необходимость создания в республике центра обработки данных, отдельно выделено открытие 17 IT-центров в Улусах. И свидетельством того, что цифровое развитие в Якутии ожидается не на пустом месте, стала межрегиональная специализированная выставка «Информационные технологии, связь, телекоммуникации, безопасность». Выставка открылась сегодня в Якутске и стала 8-й по счету. Ведущие предприятия республики ежегодно представляют здесь свои достижения. А для молодых компаний выставка является стартовой площадкой. В этом году продемонстрировать свои достижения решили 50 участников из 14 регионов страны. Среди экспонатов – техника для грузопассажирских перевозок и спутниковый интернет для территории Крайнего Севера. Подробнее с возможностями выставочных экземпляров ознакомился Юрий Осипов. Полсотни участников из 14 регионов России. Не просто выставка, уникальная площадка. Компании могут лично встретиться с потребителем. Спрос, уверены организаторы, есть. Вот только предложение в области информационных технологий и безопасности не дотягивает. Развитие идет, да, в России и в Якутии, но, конечно, не семимильными шагами, а вот мы немножко, потихоньку, полегоньку двигаемся в сторону развития. Надеюсь, что студенты и учащиеся, будущие специалисты данных отраслей будут приходить на выставку, смотреть эти новые технологии, перенимать, внедрять что-либо. И уже в будущем за ними же будущее развитие идет. Будут работать на благо развития республики и России в целом. В этом году участники вышли из душного зала. На улице крупная транспортная техника. Ее тестируют в суровых климатических условиях. Машина-зверь, водитель АСП. Эта техника предназначена для грузопассажирских перевозок в труднодоступные регионы. Она может перевозить до 10 человек и способна развивать скорость до 130 км в час. Якутский климат оказался не по зубам зверю. Производитель решил доработать модель. Лишь после этого начало поставок. Интерес в республике есть. 5 машин уже хотят купить. Машина требует доработок. Это совершенно не та эксплуатация, которая у нас в Кемеровской области по малым рекам. Необходимо, конечно же, усилить защиту днища, привести ее к требованиям климата и льдов. У вас льды намного более плотные. Но в остальном машина себя показала очень хорошо. 20 предприятий участвуют впервые. Есть и ветераны. Одна из таких компаний предоставляет услуги спутникового интернета. Окно во всемирную паутину они открывают для отдаленных районов Якутии. Наше оборудование разрабатывалось с требованиями в работе в крайних тяжелых условиях Крайнего Севера.
Оборудование прошло проверку, работает стабильно. 10-летний опыт это подтверждает. Выставка продлится 3 дня. Вход бесплатный. Можно не только увидеть товары местных компаний, но и предприятий из других регионов России. Пройдут и мастер-классы по предупреждению чрезвычайных ситуаций. Обсудят и особенности национальной логистики. Юрий Осипов, Павел Пахомов, Якутск. И продолжает тему цифрового развития. Правительство России подготовило новые правила проверки пользователей мессенджеров. Ими теперь сможет пользоваться только тот человек, на которого оформлен номер телефона. Постановление об утверждении правил опубликовали сегодня. Оно вступит в силу через полгода. Утвержденные правила гласят, что владелец мессенджера должен осуществлять идентификацию пользователей по номерам мобильных телефонов. Для подтверждения номера телефона мессенджер должен предложить пользователю провести идентификацию, подтвердив свой номер. Мессенджер, в свою очередь, должен направить сотовому оператору запрос о предоставлении сведений об абоненте в своей базе данных. Оператор должен подтвердить или не подтвердить информацию об абоненте. Кроме того, оператор должен в своей базе данных зафиксировать запись о том, каким мессенджером привязан каждый номер. Другим событием. Накануне стало известно о присоединении Бурятии и Забайкальского края к Дальнему Востоку. Это должно положительно повлиять на экономическую и другие сферы жизни новых регионов. О преимуществах дальневосточных регионов, которые теперь доступны Бурятии и Забайкалью, расскажет Артур Габышев. Символично, что указ о присоединении Бурятии и Забайкалья к Дальнему Востоку Владимир Путин подписал 4 ноября, в День народного единства. Регионы переехали из Сибирского федерального округа. Включение этих двух регионов в состав Дальнего Востока, уверены эксперты, приведет к реорганизации в научной сфере. Сибирские научные исследовательские институты сменят прописку на дальневосточные. По словам Александра Латкина, директора Владивостокского института международного бизнеса и экономики, Бурятия и Забайкальский край так и тяготеют к Дальнему Востоку. А теперь уютно вписываются в ДФО, оформляя его образ в геометрическом плане. Теперь у Бурятии и Забайкалья появятся дальневосточные экономические преференции, налоговые послабления, другие тарифы на электроэнергию и субсидирование на покупку авиабилетов. Данное решение открывает перед республикой новые возможности и перспективы. Юрисдикция Дальневосточного федерального округа имеет дополнительные преимущества. Меры поддержки и в экономической, и в социальных сферах. Это стимулирование инвестиционных проектов, поддержка Фонда развития Дальнего Востока, выплаты рождения 3-го ребенка, возможности ведения электронных виз и развитие туризма, а также предоставление дальневосточного гектара. Решение включить в состав Дальнего Востока Бурятию и Забайкальский край, считает политолог Сергей Гребенюк, связано с необходимостью распространить на них особые экономические режимы, которые предусмотрены для инвесторов. Одно из очевидных решений для распространения таких преференций – включить регионы в состав округа. Губернатор Забайкалья Александр Осипов видит в расширении Дальнего Востока возможности для развития. По его словам, на встрече с президентом он поднимал вопрос о распространении всех эффективных инструментов для развития экономики и социальной сферы, которые пока работают исключительно на Дальнем Востоке. Благодаря льготам и преференциям мы сможем создавать больше разнообразных рабочих мест. Сейчас главное для Забайкалья – это эффективная работа краевых министров нашего правительства, чтобы забайкальцы получали положительные результаты как можно быстрее. 3 месяца – максимальный срок для решения всех процедур по присоединению. Теперь Дальневосточный федеральный округ включает в себя Якутию, Бурятию, Камчатские и Забайкальские края, Амурскую, Магаданскую, Сахалинскую области, Хабаровский край, Приморский край, Еврейскую автономную область и Чукотский автономный округ. У новых регионов теперь есть возможность создавать территорию опережающего развития, получать субсидии на строительство социальной инфраструктуры. Жители Забайкалья и Бурятии смогут оформить бесплатный гектар земли. Артур Габышев, Якутск. Жители Якутии могут внести предложение в проект развития Дальнего Востока. Общественная палата региона запустила новый проект «Мои идеи Дальнему Востоку». Он призван собрать у населения предложения по развитию макрорегиона. Я очень хочу, чтобы не просто приехали новые жители, для того, чтобы нас стало больше, чтобы наконец-то мы перевалили по численности за 1 миллион, чтобы бизнес наш развивался лучше. Но я еще и хочу, чтобы те жители, которые живут сейчас в Республике Саха-Якутия, остались здесь, чтобы, достигая пенсионного возраста, русскоязычное население не покидало
своих уютных домов, которые сейчас у них есть в Якутии, чтобы наконец-то прекратился отток населения, возрастных людей из нашего замечательного края. Чтобы внести предложение, жители столицы республики могут подойти в официальную приемную проекта по адресу Курашова, 24. Также предложение можно подавать на сайте главы Якутии или на сайте Общественной палаты республики. Но сейчас небольшой блок рекламы на телеканале Якутия-24 и смотрите далее. Авиакомпания «Якутия» за столом переговоров с другими перевозчиками. Ир Аэро, С7 и другие авиакомпании готовы взять на себя пассажиров. Полсотни участников из 14 регионов России. В Якутске открылась специализированная выставка «Информационные технологии, связь, телекоммуникации, безопасность». 100 метров безобразия. Так новые водоотводные лотки называют жители Мархи. Кто принимал работу у подрядной организации и собираются ли устранять замечания? Лучшие в своем деле более 2000 студентов с ВФУ зарегистрировались на Всероссийскую олимпиаду «Я профессионал». В эфире Якутия-24, и мы продолжаем. Авиакомпания «Якутия» ведет переговоры с другими авиаперевозчиками о выполнении ряда международных рейсов. В данный момент все усилия направлены на выполнение обязательств перед пассажирами и обеспечение их прав. Так, часть рейсов готовы на себя взять Ир Аэро, С7, Аврора и Уральские авиалинии. Подробности по переоформлению билетов и отмененным международным рейсам пассажиры могут узнать на официальном сайте перевозчика. В микрорайоне Марха по улице Заводская появился новый бассейн, правда, вместо водоотводных лотков. Причиной послужил недоброкачественный ремонт, который произвели еще весной этого года. Подрядной организацией тогда выступило общество с ограниченной ответственностью «Альфа-Групп», а заказчиком – администрация Мархи. Кто принимал работу у подрядной организации и собираются ли устранить замечания? В материале Дмитрия Тымырова. 100 метров безобразия. Так новые водоотводные лотки называют жители Мархи. Это спасение от воды, заверяют в местной администрации. Стоимость работ 600 тысяч рублей. Качество вызывает вопросы. Местами конструкция лотков между собой и вовсе не соединяются. Вот здесь я даже могу пройти. Когда лотки будут заполняться водой, вода может стекаться наружу. Рядом игровая площадка, дети могут провалиться. Бассейн для смелых. Вода, которая скапливается в лотках, рассказывают жители, никуда не уходит. Дети, конечно, бегают, прыгают, играют вот там. Как бы лучше бы они не делали этого. Ну а для чего они сделали? Все равно они водопровод этот не до конца, по-моему, провели даже. И вода все равно не уходит? Не уходит летом она, там болото. Вода не течет. Там осенью, как стояла, там вода мало было. Весной, может быть, побежала бы, сейчас не что-то. Но это когда земля уже замерзла, делали же они. Бабки вложили, а это халтура. Больше чего я могу сказать? Оказалось, что к объекту были серьезные замечания. В администрации Мархи заявили, его не принимали до последнего. До 7 июня этот объект не принимал. По поводу некачественных работ, а также подрядная организация не представила никакой исполнительной документации. Мы написали предписание, 2 раза предписание было, о том, что они предоставили соответствующие документы. И расхождение было по техническому заданию большое. Качество работ было ужасное. Зам руководителя Мархи оказался откровенен со съемочной группой. Сперва рассказал о том, что глава микрорайона Михаил Иванов потребовал от него объяснительную. Требовал ответ, почему объект до сих пор не принят. Затем неожиданный поворот. Далее я узнаю, что 23 апреля, оказывается, меня сняли с экспертной комиссии председателя и поставили ведущего специалиста Канглиева Асан. И акты о том, что 23 апреля все благополучно было принято товарищем Ивановым. Третьяков уверен, руководство микрорайона подписал акт приемки задним числом. Нам удалось дозвониться до главы Мархи. Михаил Иванов считает, что слова его заместителя – это полная чушь. Это корыто для сбора воды, раз. Во-вторых, когда производились работы ремонтные, там в них в эти лотки бежало все.
включая горячую воду, которую люди ставят на проточку, чтобы сливать систему отопления, воду сливать. Раз. Они из-за этого поплыли. Подрядчик, то, что там какого-то июня там приняты работы, ничего подобного. За это ответственное лицо, просто у нас сейчас проводится служебное расследование. То, что вам сказали, это лапша на уши. В администрации микрорайона по данному факту проходит служебная проверка. В мэрии Якутска сообщили, нарушения в Мархе должны быть устранены. Срок до конца марта следующего года. В противном случае подрядчик должен вернуть деньги заказчику. Вопрос в другом. Пока Третьяков и Иванов перекладывают вину друг на друга, жителям Мархи еще полгода наблюдать 100 метров безобразия. Дмитрий Тымыров, Павел Пахомов, Марха, Якутск. Студенты Северо-Восточного федерального университета зарегистрировались на Всероссийскую олимпиаду «Я профессионал», которая стартует 24 ноября. Это новый формат проверки профессиональных знаний для студентов абсолютно разных специальностей. Задания для участников составляют эксперты из ведущих российских вузов и крупнейших компаний страны. Проверяется не абстрактная эрудиция, а профессиональные умения. А лучшие участники получают денежные призы, льготы при поступлении в магистратуру или аспирантуру, а также зарекомендуют себя перед работодателями. С 24 ноября по 9 декабря студентов, прошедших регистрацию, ждет отборочный этап, который, к слову, пройдет онлайн. Как студенты нашего региона показали себя в прошлом году и как идет подготовка к Олимпиаде в этом, расскажет Кристина Якупова. «Я профессионал» – это масштабная образовательная олимпиада нового формата для студентов разных специальностей – технических, гуманитарных и, естественно, научных. Участие в олимпиаде поможет студентам не только развить свои профессиональные компетенции и стать востребованными специалистами на рынке труда, но и получить льготы при зачислении в магистратуру и аспирантуру ведущих вузов и исследовательских центров. В прошлом году льготу получил студент Института математики и информатики Геннадий Добрецов. В олимпиаде участвовал по направлению бизнес-информатика. Первый тур прошел успешно, итог – призер второго тура. В этом году планировать участвую, уже зарегистрировался и жду первого тура. А в этом году, надеюсь, улучшатся и результаты, усиленно готовлюсь и надеюсь, что все получится. Количество направлений олимпиады увеличилось в 2 раза – до 54. Наибольший интерес среди студентов Северо-Восточного федерального университета вызывают психология и филология. В ноябре пройдут внутривузовские этапы, тренинги, встречи со специалистами. У нас студенты хорошо подготовлены. Главное не терять надежду и активно участвовать в олимпиадах вообще, в целом, поскольку данные олимпиады как раз дают возможность ребятам развиваться, повышать свою активность. Это дополнительные возможности повышения своего профессионального уровня. Я думаю, ребята, те, кто подали заявки, очень надеюсь, что они пройдут отборочный тур и выйдут в заключительный этап. Заявки принимают еще 17 дней. В прошлом году 500 студентов СФУ решили участвовать в Олимпиаде. 9 ребят стали победителями и призерами всероссийского тура. В 2018-м внутривузовская конкуренция значительно выше. Организаторы получили 1000 заявок. Кто из них доберется до большого финала, станет известно в апреле. Кристина Якупова, Семен Семенов, Якутск. Артисты Саха-театра готовятся к 125-летию Платона Аюнского. Для зрителей и гостей столицы коллектив покажет 5 спектаклей по мотивам произведений талантливого писателя. Об этом сегодня рассказали на встрече с журналистами. На сцене можно будет увидеть философские спектакли «Сон Скорняка», постановку «Кэри Кен», премьеру «Сердце и безумный Нюкус». Также театр готовит музыкально-поэтический вечер по стихам писателя. А в день рождения Аюнского, 11 ноября, в спортивном комплексе «Триумф» пройдет большое театрализованное представление. В уникальном коллаже из разных спектаклей задействуют все театры Якутска, а также артистов китайского театра «Кюньцуй». Это театрализованное представление состоит из 3 блоков. Первый блок называется «Власть и художник». Там будет показываться, как они с Максимом Амосовым, с Сидором Бараховым принесли автономию. А второй блок называется «Образы произведений Платона Аюнского от Азии до Европы». Почему от Азии до Европы? Потому что недавно его произведение «Улуг Кудангса», великий Олонхо театр, показывал на родине Гомера в Греции. А театр Кюньцуй, китайский театр Кюньцуй, будет показывать его произведение Туяр Мако. А третий блок называется Олонхо.
там мы завершаем Нургун-Батуру, его произведением, его вершиной. Якутянин победил в вокальном конкурсе на телеканале «Звезда». 9-летний Валера Кузаков стал победителем «Юной звезды». Жюри оценило его выступление максимальным количеством баллов. Валерий разделил победу с 12-летней участницей из Биробиджана. Валера Кузаков родом из Алекминска. Сейчас его семья живет в Подмосковье. Он специализируется на академическом вокале, что довольно редко для исполнителя его возраста. В финале телеконкурса он исполнил песню «Синяя вечность» Муслима Магомаева на стихи Геннадия Козловского. Телеканал «Якутия-24» следит за развитием событий. Оставайтесь с нами и удачи вам!